Каждый мусульманин знает, что значит священный день Курбан-Байрам. Этот праздник известен во всем мире, он наполнен радостью и любовью к Аллаху. Торжество не имеет постоянной даты. Каждый год исчисляется строго по лунному календарю мусульман. Именно по нему определяются важные для верующих даты. Штаб татарской молодежи поможет вам сегодня подробнее разобраться, что за праздник Курбан-Байрам. Какая история этого священного праздника? Корни идут из Корана. В основе лежит жизнь пророка Ибрагима. В 86 лет мужчина впервые стал отцом. Однажды во сне к нему пришел Аллах и велел привести Исмаила, единственного сына, в жертву. Ибрагим не посмел противиться Всевышнему и пришел в долину Мина, чтобы подготовить все для жертвоприношения. Кстати, именно там в будущем воздвигли город Мекку. Сын пророка Исмаил был готов умереть ради отца и Бога. И в самый последний момент, когда Ибрагим взмахнул ножом над сыном, Аллах остановил испытание. Он повелел заменить жертву бараном. Так зародилась исламская традиция – выражать благодарность Аллаху, принося жертву в виде животного. Что же означает название Курбан-Байрам? Первая часть слова «курбан» произошла от арабского «жертва», а вторая имеет общетюркское происхождение и переводится как «праздник». В религии принято считать, что мусульманское торжество означает приношение в жертву животного с целью поклонения, чтобы сердцем стать ближе к Аллаху. Иначе говоря, Курбан-Байрам – это праздник жертвоприношения. Как празднуют Курбан-Байрам? Когда приходит светлый день, мусульмане должны радоваться и веселиться. Это не только религиозное, но еще и семейное торжество. Каждый верующий ждет его, навещает своих близких. На протяжении ночи перед Курбан-Байрамом читаются молитвы. Причем слова произносятся где угодно – на улице, дома, в мечети. Интересно, что мужчины читают молитвы громко, а женщины тихо. На торжество обычно отводится 4 дня. Этот день является официальным выходным в таких республиках, как Татарстан, Дагестан, Чечня, Башкортостан, Адыгея, а также в некоторых других городах России, где мусульмане составляют большое количество. Пост перед великим праздником Курбан-Байрам. Мусульмане начинают поститься за 9 дней до праздника. В это время от рассвета до заката запрещается пить, есть, курить, иметь интимную близость. Кроме того, нельзя принимать лекарства и жевать жвачку. Мусульманин должен воздерживаться от дурных поступков и слов, больше молиться Аллаху. День перед Курбан-Байрамом именуют Арафа. Верующие в Саудовской Аравии совершают важный обряд – стояние на горе в долине Арафат. Остальные мусульмане держат строгий пост, совершают намаз и просят прощения у Аллаха. Они уверены, что молитва в последнюю перед праздником ночь обязательно будет услышана Всевышним, а за благие дела вознаграждение увеличивается в несколько раз. Важно отметить также, что Курбан-Байрам отмечается после Ураза-Байрама примерно через 70 дней, и в среднем на торжество выделяется от 3 до 14 дней. А вы знали, что пить алкоголь в праздник нельзя? Это считается очень большим грехом и нарушением традиций. Традицией является вручение подарков близким. В этот светлый день рекомендуется навещать родственников, которые живут отдельно от всех. Правила жертвоприношений. Для жертвоприношений выбирают корову, барана, верблюда или козу. Животное к Курбан-Байраму хорошо откармливают. И если позволяет материальное положение, то обычно за человека приносится 1 овца или корова за 7 человек, но не возбраняется одно копытное за целую семью. Вы знали, что если усопшие завещают принести жертву за них, то родственники обязаны это сделать. Курбан-Байрам в прямом смысле означает праздник жертвоприношения и очень высоко чтится мусульманами.
Мы благодарны вам за просмотр и будем рады вашей подписке, комментарию и лайкам. Большое вам спасибо и всего вам доброго!